Первое заседание осенней сессии Госсовета Коми состоялось. На нем парламентарии приняли ряд важных законов, касающихся экономической и социальной сферы. За 4 часа, именно столько шло заседание, парламентарии рассмотрели более 40 вопросов. Среди них налоговые преференции для предпринимателей, закон о молодежи, получение медицинской помощи вне очереди пострадавшим от политических репрессий. Обо всем по порядку расскажет Наталья Юрина. Утро парламентария в Коми начинается с возложения цветов к мемориальной доске Ивана Морозова. Первому секретарю Коми обкома сегодня исполнилось бы 97 лет. Его подход к работе – образец и пример для многих. После памятной церемонии депутаты заходят в Госсовет. По традиции, под гимной начинается первое заседание осенней сессии. Первый вопрос вне плана из дополнительных – досрочное прекращение полномочий депутата Госсовета Олега Михайлова, который перешел в Госдуму. Решение «за» приняли единогласно. Обещание нам всем сделать очень много для республики. Мы подождем, конечно, и будем внимательно следить за работой Олега Алексеевича. Изначально в повестке значилось 42 вопроса. Один об упразднении населенного пункта в Прилукском районе. Депутаты решают перенести и тему проработать детально. С трибуны одна за другой оглашаются новые поправки в законопроекты. Одна из первых и значимых для предпринимателей Коми – налоговые преференции для бизнеса. Такой законопроект внес глава Коми Владимир Уйба. Ставка налога на имущество понизится. В 2021-м она уменьшится с 2 до 1%. На протяжении 5 лет будет расти постепенно. Законопроектом предлагается также установить на 5-летний период налоговые льготы при применении упрощенной системы налогообложения для социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере народных художественных промыслов. Также установить налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество для налогоплательщиков, участников специальных инвестиционных контрактов. Парламентарии налоговые льготы одобрили. Преференции затронут около 500 предпринимателей и компаний Коми. Около сотни – это некоммерческие организации. Цифры достаточно внушительные. Налоговая ставка снижена в одном случае с 6 до 1%, во втором случае с 15 до 5%, то есть в 6 раз и в 3 раза соответственно при упрощенной системе налогообложения. Поэтому организациям удастся существенно сэкономить на налогах. Безусловно, это скажется положительно на их финансово-экономической деятельности. Особенно радует то, что этот законопроект предложен именно главой нашего региона. Парламентарии поддерживают инициативы и по другим сферам. Пострадавшие от политических репрессий теперь медицинскую помощь могут получить вне очереди. Многодетные семьи из Воркуты и Инты – компенсацию расходов на оплату транспортных услуг на поезде и личном транспорте. Отдельное внимание на сессии уделяют и молодежи. Законодательством установлено, что теперь категория молодежь, она ограничивается или расширяются рамки возрастные, это до 35 лет. Естественно, все преференции, которые предусмотрены законом для молодых людей и молодых семей, они увеличиваются, и наши молодые семьи имеют право на получение вот этих многочисленных преференций. Также на первом заседании избранники народа определяются с 1/3 нового состава Общественной палаты Коми. Срок полномочий нынешнего истекает в ноябре. Депутаты утверждают 10 кандидатур. Многие знают меня как чиновника, который на протяжении последних 15 лет занимался управлением. А сейчас же я сменил профиль деятельности и хочу теперь со стороны общественности, со стороны некоммерческого сектора заниматься обсуждением нормативно-правовых актов, нормотворчества, которые имеют очень большое значение для республики, для людей, которые проживают на нашей территории. В начале октября парламентарии начнут готовить один из основных законов республики – о бюджете. Вместе с правительством Коми депутаты рассмотрят 17 государственных программ, которые лягут в основу главного финансового документа Коми. Наталья Юрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.